Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня вас вспоминал? И как человек вас вспоминал? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком не думайте. Песочек все увидит и расскажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Тут вот человек не просто вспоминал, он мечтал о вас. Мечтал, представлял вас рядом. Вас сегодня вспоминал тот, кому сейчас очень плохо, кто в какой-то роковой ситуации оказался, тот, кто сам себя подставил. Человек по глупости, по самонадеянности, доверившись кому-то, совершил ужасную ошибку в своей жизни. И эта ошибка навсегда вас разлучила с друг другом. Ну, обычно так, знаете, что показывают измену. Или показывают, допустим, подозрение. Да, может, мужчина начал подозревать вас и вот прям разорвал отношения, накрутил, набузил, исчез, пропал. А у кого-то отыграется, что вы его поймали на измене. Ну, может, и не измена была, да, может быть, послушал там, например, своих каких-то людей, назовем это так. Может, маму послушал, может, разлучницу послушал и разорвал с вами связь. Но это была самая большая и самая роковая ошибка в его жизни. Он уже много раз это прочувствовал, уже много раз осознал, а боль все больше и больше становится. И сегодня такой день у него был очень неудачный, вот как будто бы он по голове получил. Может, и в прямом смысле слова кто-то по голове дал. А может, такая ситуация была, как говорят, обухом по голове, да, ударила. И вот так ему горько стало, так ему больно стало, ну прям до слез, понимаете, до слез. А слезы не потому, что больно, да, физическая боль, а слезы потому, что сердце вот прям сжалось и кровоточить начало. Что сам виноват, сам докатился до жизни такой, сам. Мог бы жить, как у царя за пазухой, залюбленный, заласканный, как сыр в масле бы купался. Но нет, протупил. А теперь уже и мосты все сожжены. И, возможно, вы уже живете свою лучшую жизнь, и никому он не нужен, как эта сирота казанская, да? Он вас представлял, как будто бы вы там в далеком прошлом, когда у вас были прекрасные отношения, когда вы любили его, всю себя ему отдавали. Что-то вот вы его то ли массажировали, то ли чем-то вкусно кормили, просто сидели и любовались им, да, вот какая-то атмосфера такая вот просто чудесная. И вот он прям цеплялся за эти воспоминания, пытался их проектировать на сегодняшний день. Ну, грубо говоря, спасал себя как мог. Но жесткая реальность, она, конечно, прям к горлу подступает, вернее, за горло его берет. Да, это кто-то из ваших бывших, причем особо отличившийся. Вы не смогли его наказать, но его жизнь наказала. Он сам себя наказал за свой тупой, необдуманный выбор. За то, что так поступил, да, как сволочь, извините, поступил. Даже хуже. Это сейчас он все прекрасно осознает, но, к сожалению, уже ничего поменять нельзя. И почему-то мне еще идет, что вот нельзя ничего изменить. Нельзя. Вот такая патовая ситуация, что ничего изменить нельзя. Может, вы действительно уже замужем, либо в новых отношениях. Может быть, вы еще и живете очень далеко друг от друга, да? Разделяют вас огромное расстояние. А может быть, он в таком месте, где уже, знаете, ничего сделать нельзя. Место адское, да, вот как в аду, как на курорте по сравнению с тем, где он сейчас оказался. И все это благодаря своей недальновидности, тупости и прощелкал. Да, он прощелкал свое счастье, теперь он это прекрасно осознает, винит только лишь себя,
назад уже ничего не вернешь. Ну, жизнь проиграна, да, сел играть, не умеючи играть. И жизнь свою он проиграл. По голове ему кто-то надавал. Ну, либо что-то ему такое сообщили, вот как перед фактом поставили, что у него там просто искры из глаз, да, и мир перевернулся. Не знаю, в очень плохом месте находится. Хуже, чем ад место это. И это место на земле, да. И он там находится, он там живет, он ежедневно в этом месте находится. И оттуда ему уже не выбраться. Просто не выбраться. И жалко, и не жалко, знаете. Жалко, потому что не выбраться, уже все, как приговор ему подписан. А не жалко, потому что сам виноват, потому что вас очень сильно обидел. Он мог, и, кстати, по-другому как-то поступить, более как-то мягко, что ли, деликатно. Даже если его обманули, даже если сам обманулся, да, мог бы и более гуманно поступить. Но нет, этот не стал. Этот прям максимально больно, знаете, сделал рану, еще и солью посыпал, да, чтобы прям наверняка вам болело и болело долго, да, чтобы не забыла долго его. Вот он вас вспоминал. С особой нежностью вспоминал, с особым каким-то, знаете, придыханием. Ну, вы для него, ну, прям как святая, если честно, да, хоть это и грешно так говорить, но на вас он представляет, либо о вас думает, смотрит на ваши фотографии, как на икону мне идет. Может, даже и молится на вас, кто его знает, у кого-то и так отыграется. Ну, вы этого человека не увидите, и слава Богу. Вот. Просто знайте, что очень сильно пожалел. И будет еще жалеть до конца своих дней. До последнего своего дыхания он будет жалеть и сам себя ругать, клясть за то, что он такой тупой, и за то, что он свое счастье просмотрел. Дальше. Вас вспоминал какой-то человек, который за рулем часто, руль в руках. Кстати, это не обязательно водитель, да, не таксист, там, не кто-то там, кто на машине разъезжает. Это может быть даже и какой-то, не знаю, капитан, либо пилот. У них же тоже эти штурвал, да. То есть рулит человек, рулит процессом. Вспоминал. Причем вспоминал, знаете, и у него щеки красные стали. Может быть, это ваш любимый, он где-то едет, машину, да, за рулем машину ведет, либо он у вас моряк, либо пилот. И вспоминал, возможно, какие-то, как эротические фантазии, либо что-то вы там вместе развлекались, и он вспоминал. Ну, а может быть, у кого-то отыграется, что он представлял вас, да, прям в том самом виде, в желанном, как в фильмах для взрослых. И прям у него такие щеки розовые были, переходящие, да, из розового в какой-то красно-бордовый цвет. Слушайте, сам себя стыдится, вернее, своих мыслей стесняется. Девочки, если это новый знакомый, то, что будет, он точно будет вас добиваться. Если это ваш мужчина, то прям очень вас желает, очень-очень уже там представляет, как вытерпеть не может, пока вы встретитесь. Такая прям пикантная, горячая картинка. Дальше показывают какого-то взрослого мужчину, взрослого, возрастного, да, не взрослый, возрастной, старше вас по возрасту. И этот мужчина, он думал о вас и думал о вашей ситуации. То есть здесь никак не про личную жизнь, здесь про какие-то ваши проблемы, либо какие-то ваши дела. Может, он там рассматривал ваше личное дело, либо ваше прошение рассматривал, да, если вы там в письменной форме кому-то прошение на имя кого-то отправляли. Возможно, с этим человеком вы накануне о чем-то разговаривали, там рассказывали о своих делах, своих проблемах. И этот мужчина думал над тем, что он может со своей стороны сделать. И еще он думал о том, кого он может подключить. То есть, возможно, не в его компетенции, да, решение ваших проблем, либо вашей сложной ситуации, но есть же специально обученные люди, и он такой: так, кого я знаю, к кому я могу обратиться, кто действительно знает свое дело, кто не обманет, кто честно сделает, кто там выручит, поможет. Вы знаете, вы нравитесь этому мужчине, нравитесь как человек. Возможно, он даже видит в вас как младшую сестренку, либо дочку даже видит, у кого-то внучку 100% видит.
И у него сердце к вам наполнено какой-то, вот знаете, такой добротой. Ему хочется вам покровительствовать, ему хочется как-то заступаться, что ли, за вас. Ну, такие мысли, кстати, очень хорошие. Здесь не как про любовь между мужчиной и женщиной, здесь платоническая любовь. И вот почему-то мне еще идет, что этот мужчина сыграет свою роль в вашей жизни. Причем роль, ну, может, и не главного героя, но ключевую роль, да? В свое время, в свой час, на своем месте этот человек для вас что-то сделает. Возможно, не сейчас, но тем не менее он сделает. Вот его подкупает прям ваша искренность, ваша честность. И вот ему очень нравится то, что вы скромная. Да? Вот вы скромная, вы воспитанная. И он прям, знаете, как трепещет, когда вы там как-то по-особому здороваетесь, да? Когда вы как-то уважительно вот что-то говорите, да? Как вы смотрите, как вы там грамотно выстраиваете диалог. Вот ему это очень нравится. Прям так нравится. Вот какая хорошая девочка, да? Какая воспитанная девочка. И вот прям запали вы ему в сердечко, но опять же платонически запали. Вам бояться этого мужчину не надо. Приставать к вам 100% не будет. И нет, это точно не будет. Прям нет. Вы для него как дочь. Понимаете, как он может к вам приставать. И для вас он что-то сделает. Вот он думал, причем несколько раз мысленно возвращался к вам, к вашей ситуации. Даже, возможно, кому-то написал по поводу вас. Ну вот что-то делал, да. Если пообещал, то точно исполнит. Это не пустой человек, это человек слова. И я думаю, что все решится, и решится положительно. Ну, с таким покровителем вы точно не пропадете. Он очень ответственный. Ну и особое приоритетное отношение в вашу сторону. Дальше. Женщина о вас сегодня вспоминала. Она про вас такие гадости рассказывала. У этой женщины, у нее подгорает, да? Подгорает у нее из-за вас. Почему? Потому что вот она с вами соревнуется, конкурирует, а вы с ней нет. То есть, понимаете, вы настолько в себе уверены, вы настолько человек, проживающий свою жизнь, да, ориентированный на себя, что вы на других людей даже не смотрите. Вам все равно, кто там, что там, кто чего добился, кто что смог, кто не смог, кто с кем встречается, кто с кем спит, кто что получает. Вам вообще не важно. А вот ей это важно. Почему-то она назначила вас своей соперницей. Почему-то она считает, что имеет на это право, хотя между вами разница, как между небом и землей. И также я вижу, что эта женщина пыталась кого-то против вас вот как-то накрутить. То есть она рассказывала, что вы очень хитрый человек, что вы, играете в скромницу, на самом деле вы там чуть ли не исчадие ада, и что она вас хорошо знает, и что она такая бедненькая, от вас уже там не раз пострадала, что вы такие козни строите. В общем, какую-то ересь несла. Ей там не особо поверили, не особо она была там интересна, где она пыталась настроить против вас. Люди ее просто, не из вежливости, наверное, терпят. Но хотя, может быть, и просто, да, чтобы вот как не трогай, какашку вонять не будет. То есть там посидели с ней, либо рядом постояли, покивали и разошлись, думают, какая она мерзкая. Вот. А она же думает, что вот я обратила внимание на вас, что вы вот раскрыла, настроила против вас. Нет, ничего подобного, никого она не настроила. Наоборот, себя еще в очередной раз выставила этой сплетницей и посмешищем. Так, мужчину показывают интересного. Про кольцо думает. Возможно, это ваш. И он решил купить вам колечко. А может быть, он думает о том, чтобы сделать вам предложение. Может, вы недавно проходили мимо каких-то магазинчиков ювелирных и что-то красивенькое увидели, засмотрелись. Он такой проследил за вашим взглядом и думает, да, надо свою девочку побаловать. Ну, а может, действительно готовиться к очень серьезному шагу, если вы не в
парень в браке, у вас еще не было этого разговора, и он такой, надо поговорить, да, надо сделать ей предложение, и колечко вот какое-то особенное с большим камнем показывает. Видите, вот оно, это колечко, и такой огромный камень, вообще камень на корону похож, потому что это какой-то огромный бриллиант. Ну, дай бог, как говорится, да. Но с правой стороны это мысли чистые, да, в них нет ничего плохого, грязного против вас, да, направленного. Правая сторона — это ваша сторона, да, что справа выходит, то во благо вам пойдет. Ну, вот мужчина думал о кольце. Вот оно, колечко, видите? Тут, кстати, еще полумесяц показан. Может быть, он присматривает кольцо, а зарплата у него, например, да, либо там доход придет к концу месяца. Он такой, ну точно, деньги придут, я, значит, куплю, и вот в следующем месяце я подарю. Да, об этом думал. Но мысли очень правильные, конечно, пусть думает, пусть, конечно, покупает, пусть дарит, да, делает предложение, если это связано с предложением. Если просто подарок, конечно, пусть дарит. Чем больше, тем лучше, да. Хорошие мысли в голове, хорошие. Если мужчина о таком думает, значит, он действительно любит свою женщину, значит, он о ней заботится. Ему хочется, чтобы женщина счастлива была, да, украшать свою женщину хочется. Ну, а если это помолвочное кольцо, то у мужчины очень серьезные планы на вас. Ну, вот именно кольцо для вас он присмотрел. Ну, либо там, не знаю, с ценой определялся, либо, может, думал о размере, как узнать ваш размер, как ему там хитро поступить. Ну, что есть, то есть. Так, и еще. Ну, тут явно чьи-то родители, мама, скорее всего, а может и бабушка, может, кстати, и старшая сестра. И даже, может быть, подруга, которая с позиции мамы в ваших отношениях. Здесь переживания по поводу вас. Вот почему говорю мама, да, потому что мамы так обычно переживают за своих детей. И не важно, сколько вам лет, да, не важно, но сколько бы лет не было, для своей мамы вы всегда маленькая девочка. И вот чья-то мама думала, какие-то мысли такие дурные в голову лезли. Может, не знаю, новостей там насмотрелась, начиталась. И такая, блин, а у меня же дочка, да, вдруг что-то случится. Ну, какие-то переживания, может, молитву за вас прочитала, может быть, знаете, как про себя что-то вот, чтобы Боженька вас уберег, чтобы все плохое мимо вас прошло. Кстати, ну вот если мама, да, может, она по вам скучает, вы давно не виделись, либо давно не общались, может, у вас какая-то рутина есть, да, что вы там каждое утро звоночек, да, как дела, да, какие планы, а тут вы не успели, либо вы как-то очень быстро поговорили, и она не успела все про вас узнать. Ну, вот как вспоминала, да, переживает за вас сильно, беспокоится. Может, даже это и пустое беспокойство, но все равно вы ее дитя, конечно, она будет о вас думать. А у кого-то подруга такая, подруга, как вот мама для всех, да, особенно для вас. И вот она думала о вас, думала о том, чем вам помочь, как вам помочь, что можно сделать в ситуации, в которой вы оказались. Может быть, у нее там планы поменялись, и она думает, ну как, я там время освободилась, пойду к своей подружке, зайду, посидим, поболтаем. Ну, какие-то такие, знаете, мысли были с заботой. Вот, с заботой о вас и с желанием с вами вместе побыть, как-то вам там помочь, поучаствовать в вашей жизни. Ну, неплохо, очень даже и неплохо. Так, еще странную картинку показывают. Не могу понять, что это такое. Человек стоит спиной, руки в боки, смотрит вообще в противоположную сторону, а в голове мысль о вас и о ком-то другом. Видите, два человека в голове у этого товарища. Это мужчина, скорее всего. Думает о вас и о ком-то другом. Может, он думает, кого из вас выбрать, либо... Ну, что такое думает? Я лучше карты возьму, я не могу понять, что это. Отвернулся, смотрит вообще в противоположную сторону, но думает о вас и еще о ком-то. У человека длинные ноги. Ну, как длинные? Не ноги, а стопы, видите? Вот крепко стоит на ногах. То есть какой-то человек непростой, знаете. Серьезный какой-то человек. О чем он думает? Что это вообще за образ такой?
Просто я не могу понять, кем он вам приходится. Еще и левая сторона, еще и наравне с кем-то другим он думает. Еще и мысли о вас и о ком-то другом. Ну вот не зря я сказала, да, что отвернутый я не могу понять. Это, ну, как скрыто ото всех. Человек как что-то замышляет, либо кого-то выбирает. Что-то с официальным моментом связано, потому что вышел дом, кольцо, но вышло и письмо. То есть, скорее всего, речь о казенном доме. А кольцо — это как союз, либо с кем сотрудничать, кого выбирать. Может, кстати, на работе о вас кто-то думает, да, кого повысить, либо кого сократить. Вот думают о вас и думают еще об одном человеке. Потому что коса, скорее всего, сократить, либо понизить, либо что-то, вот знаете, как кто виноват, вы, либо кто-то другой виноват. Но почему-то вас подозревают. Человек это делает тайно. Хорошо. А какой выбор будет, какой будет итог? Стоит ли вам об этом думать, стоит ли вам за это переживать? Так, медведь, мыши. Нет, вам не стоит переживать. Это человек, ну вот он серьезный, я сказала, да, ноги, вернее, стопы очень длинные. Человек не будет действовать сгоряча, даже если этого человека по поводу вас обманули, человек разберется, пойдет до конца, крыс найдет. А вам солнце будет от этого человека, да? Может быть, человек действительно как какой-то начальник, чиновник, поймет, что вас подставили, да, и вам еще какую-то компенсацию сделает за неудобство. Ну вот думает о вас, думает. Разберется, точно разберется. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.